Доброе утро, Крым. В эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Сегодня центральной темой нашей программы станет крымское измерение всемирной свободной интернет-энциклопедии «Википедия». В январе исполнилось 20 лет этому проекту. Ну, поговорим о том, как развиваются украинские и крымско-татарские языковые разделы Википедии, а также поговорим о войнах правок, да, и как на разных языковых разделах этой энциклопедии подаются события в Украине, в том числе и в Крыму. У вас есть шанс присоединиться к нашему разговору. Вы можете это сделать по телефону. Звоните нам 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму и соседней России, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Также я напомню, что мы ведем трансляцию в видеоформате на платформах Facebook и YouTube. Заходите на страницы Крым Реалии. На этих платформах смотрите онлайн-трансляцию, комментируйте происходящее. Стараемся читать все, что вы нам пишете, наиболее интересные и актуальные вопросы и комментарии озвучим в нашем эфире. Но если вдруг что-то ускользнет из нашего внимания, берите ситуацию в свои руки и звоните к нам в эфир 8 800 10 06 926. Начнем с выпуска новостей. Новости. Для начала о самых важных и знаковых событиях. Важные события. Брат российского оппозиционера Алексея Навального, Олег Навальный, и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержаны в Москве на 48 часов. Их задержали как подозреваемых по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщили ближайший соратник главы Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков и директор фонда Иван Жданов. Задержанных поместили в изолятор временного содержания на улице Петровка, а в течение 2 суток им должны избрать меру пресечения. В среду в квартире Соболь провели обыск, после чего ее доставили в Главное следственное управление МВД по Москве. В свою очередь Олега Навального доставили в управление после обыска по месту прописки Алексея Навального. Сообщалось, что брат оппозиционного политика, который в это время находился в квартире, не открыл полицейским дверь и ее выламывали. В среду полиция и сотрудники Следственного комитета России провели как минимум 15 обысков у близких и сторонников Алексея Навального. В Фонде борьбы с коррупцией сообщили, что большинство обысков проводилось в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое было заведено после митингов в поддержку Алексея Навального 23 января. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, а в случае, если нарушения привели по неосторожности к гибели людей, виновные могут лишиться свободы на срок до 7 лет. Напомним, что 23 января в десятках городов России прошли акции в поддержку Алексея Навального, заключенного в московский следственный изолятор «Матросская тишина». По оценке штаба Навального, на улицы и площади российских городов вышли около 250 тысяч человек. Штаб Навального анонсировал новые акции протеста по всей России на воскресенье 31 января. В Главном управлении разведки Минобороны Украины утверждают, что ежедневно отслеживают ротацию российских войск в аннексированном Крыму. Об этом в комментарии для Крым Реалии сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны України Вадим Скибицький. Якщо говорити про кількісні показники Російської Федерації в Криму, то вони в деяких випадках не просто збільшилися вдвічі, а вони з'явилися нові види озброєння військової техніки, які не було до цього навіть під час Радянського Союзу. Ми говоримо насамперед про носії крилатих ракет типу «Калібр». Дальність ураження – це 1500 кілометрів, а можливо і більше. Це можливість нести ядерного заряду. Ми говоримо про берегові ракетні комплекси, зараз 12 пускових установок, яких теж не було до анексії і окупації Криму. Ми говоримо про посилення повітряного компоненту. Якщо до окупації там було порядка 20 бойових літаків, то зараз їх 100. Ми говоримо також про розгортання нових з'єднаних частин, які зараз розміщені на території Криму, і в планах навіть збільшити їх і, можливо, створити більш потужні угруповання саме для використання при широкомасштабних діях. Також говоримо про збільшення кількості особового складу. 12500, зараз 32 500 і в подальшому наростити до 45 тисяч військовослужбовців.
Вместе с этим Вадим Скибицкий заверил, что данные украинской разведки свидетельствуют о, цитата, «отсутствии признаков готовящейся наступательной операции российской армии с территории Крыма». О том, что угроза российского вторжения на материковую часть Украины, в том числе из аннексированного Крыма, сохраняется, сообщают в Службе безопасности Украины. 1 сентября 2020 года СБУ сообщала о контрдиверсионных тренировках на террористически уязвимых объектах Херсонщины. Генерал-лейтенант Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в отставке, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в ноябре в интервью украинскому телеканалу сказал, что Кремль все еще хочет, цитата, «пробить сухопутный коридор через материковую Украину и разблокировать подачу воды для аннексированного Крыма». Президент Украины Владимир Зеленский высказывал надежду на то, что, несмотря на проблемы с водоснабжением в Крыму, Россия не пойдет в наступление с полуострова. Иначе, считает он, большой войны не избежать. После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны. В декабре 2020 года представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия, цитата, «вправе делать все необходимое для своей безопасности в Крыму». Генассамблея Организации Объединенных Наций в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Новости. Далее к новостям Крыма. Суд в Симферополе прекратил дело в отношении корреспондента общественного объединения «Крымская солидарность» Аблемита Зиядинова. Об этом Крым-Реалии сообщили в «Крымской солидарности». Напомним, что 3 ноября 2020 года корреспонденты «Крымской солидарности» Аблемит Зиядинов и Вилен Тимирьянов были задержаны у здания подконтрольного России Крымского гарнизонного военного суда, куда приехали освещать акцию поддержки в связи с приговором фигурантам дела Хизбут-Тахрир. Сотрудники правоохранительных органов считали, что 3 ноября корреспондент издания «Грани.ру» и «Крымской солидарности» Зиядинов нарушил режим самоизоляции. За время пандемии в Севастополе более чем в 2 раза увеличилось число людей, которые обратились в службы занятости для поиска работы. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города. Далее цитата. «В условиях пандемии резко увеличилась численность граждан, обратившихся в органы службы занятости с целью поиска работы с 5 тысяч до 12 тысяч человек. Несмотря на ограничительные мероприятия, при содействии городской службы занятости нашли работу 4300 человек». Конец цитаты. На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса руководитель Роспотребнадзора по аннексированному Крыму Наталья Пеньковская отметила снижение количества заболевших на этой неделе. Действительно, мы на сегодняшней неделе отмечаем некоторое снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Но я бы сказала, что ситуация у нас по-прежнему остается нестабильной, и говорить о стойкой тенденции пока рано. То есть нам необходим более длительный период наблюдения за тем, чтобы мы могли уже с уверенностью сказать о том, что тенденция эта сохранится, и мы идем к уверенному снижению заболеваемости. В Севастополе по состоянию на утро 27 января зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19. Данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб. Руководство химического завода «Крымский Титан» в Армянске сообщает о переводе сокращенных сотрудников предприятия в новый цех по производству минеральных удобрений. Информация об этом размещена на правительственном портале Крыма. Как сказано в сообщении, руководитель предприятия Эдуард Курмачев отметил, что сейчас на заводе проходит, цитата, «кадровая ротация внутри предприятия». По его информации, часть высвобождаемых сотрудников переходят на свободные вакансии по смежным направлениям в других подразделениях предприятия.
предприятия, а также на вновь создаваемые рабочие места. Как утверждает Курмачев, вопрос трудоустройства сокращенных титановцев был проработан с руководством ближайших химических предприятий. Это Крымский содовый завод и завод «Бром». Также проведены предварительные переговоры с администрациями еще двух предприятий Крыма. Это кабельный завод «Крымкабель» в Симферополе и «Йодобром» в Саках. В конце прошлого года Курмачев сообщал, что на заводе планируют оптимизацию, в результате которой на предприятии сократят 350-400 штатных единиц. Это порядка 10% от всего коллектива завода. По его словам, если этого не сделать, то предприятию придется сократить всех сотрудников уже через полгода. Завод «Крымский титан» начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-х перешел под контроль компании Group DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана, вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях. В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. Group DF передало частное акционерное общество «Крымский титан» российскому дочернему предприятию «Титановые инвестиции». В 2015 году акционерное общество «Крымский титан» было переименовано в Ukrainian Chemical Products. Крымчане имеют право знать. Далее о международных событиях. Делегация Верховной Рады Украины в ПАСЕ обсудила с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич расширение и поддержку Крымской платформы. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины при Совете Европы. У Пейчинович-Бурич пока не комментировали встречу с украинской делегацией. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что международный саммит по Крымской платформе в Украине состоится 23 августа 2021 года. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапар в эфире радио «Крым Реалии» рассказала, что по итогам саммита Крымской платформы по деоккупации полуострова будет принята соответствующая декларация. Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала ранее, что российская сторона готова участвовать в инициируемой Украиной Крымской платформе, если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова от водоснабжения до транспортного сообщения. Суд в Москве оштрафовал медиакорпорацию «Радио Свобода» и ее генерального директора на общую сумму в 1 миллион 100 тысяч рублей. Это одно из первых решений по составленным Роскомнадзором протоколам об административных правонарушениях в отношении СМИ, признанных в этой стране так называемыми иностранными агентами, пишет «Радио Свобода». Суд не принял во внимание возражения адвокатов медиакорпорации. Руководство «Радио Свобода», расценивающее законодательство об иностранных агентах как несправедливое и юридически спорная, рассматривает вопрос о подаче апелляции на судебное решение. В «Радио Свобода» считают, что требования Роскомнадзора ограничивают свободу журналистской деятельности и отчасти являются невыполнимыми технически. Заявление в Роскомнадзор с информацией о том, что «Радио Свобода» не выполняет приказ ведомства, в начале ноября 2020 года подал генеральный директор Агентства федеральных новостей Евгений Зубарев. 29 декабря Роскомнадзор провел проверку по этому заявлению, после чего направил в «Радио Свобода», представляющие интересы медиакорпорации в России, уведомление о составлении сотен административных протоколов по фактам нарушения приказа. Согласно планам ведомства, их составление завершится в начале марта. Общая сумма штрафов может составить сотни миллионов рублей. Ранее в список средств массовой информации иностранных агентов в России были включены, в частности, Российская служба «Радио Свобода» и его региональные проекты, телеканал «Настоящее время», а также еще несколько подразделений медиакорпорации, в том числе и «Крым Реалии». Включение в список налагает на СМИ дополнительные ограничения. В частности, они, как и включенные в список физические лица, обязаны предоставлять регулярные финансовые отчеты о своей деятельности и определенным образом маркировать свои публикации в СМИ. Российское законодательство о некоммерческих организациях и СМИ иностранных агентах неоднократно подвергалось критике правительств западных стран и международных правозащитных организаций. Но несколько слов о погоде. В четверг, 28 января, в Крыму ожидается резкое похолодание и дождь, днем переходящий в снег. Об этом сообщает местный гидрометцентр. Переходим к центральной теме нашей программы.
Ток-шоу с Сергеем Макрушиным. Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете дозвониться к нам в эфир. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в соседней России, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Также напоминаю, что мы ведем видеотрансляцию на платформах Facebook и YouTube. Заходите на страницы «Крым Реалии». Обязательно подписывайтесь, если вы до сих пор этого не сделали. Ну и в комментариях, конечно же, можете обсуждать происходящее в нашем эфире. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Наиболее интересные комментарии зачитаем в нашем эфире. Но я напомню, что вы можете дозвониться к нам самостоятельно, и ваше мнение или ваши вопросы гарантированно прозвучат для нашей аудитории. 8 800 10 06 926. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса? Поговорим мы о Википедии. В январе 2021 года Википедии исполнилось 20 лет. Десятки миллионов статей, более 300 языковых разделов и одна из самых больших веб-аудиторий в мире. Таковы показатели работы этого ресурса за 20 лет. И вот ряд этих достижений можно продолжать еще очень долго. Наряду с очевидными достоинствами пользователи Википедии часто жалуются на то, что в разных языковых разделах энциклопедии формируются практически параллельные реальности. Взять хотя бы статьи о событиях 2014 года в Крыму. В украиноязычном разделе Википедии это событие названо аннексией украинской территории, в русскоязычном — присоединением. Да, и если в русскоязычном сегменте Википедии все-таки вбить в поиск слова «оккупация Крыма», вам предложат ознакомиться со статьями о российской оккупации Крыма в период с 1771 по 783 годы, оккупация Крыма центральными державами в 1918 году и оккупация Крыма Германии в 1941-1944 годах. И только внизу через сноску будут упомянуты события 2014 года о том, что присоединение Крыма к Российской Федерации, я сейчас цитирую, рассматривается Украиной и Генассамблеей ООН как оккупация украинской территории. А вот в украиноязычном разделе терминология описания событий в Крыму тоже является предметом спора. Вот, например, сейчас обсуждается, какой заголовок необходимо использовать в статье: «Аннексия Крыма 2014 год», как это сейчас, или «Оккупация Крыма с 2014 года». Да, можно вспомнить и другие яркие примеры, да, того, как аудитория и авторы Википедии спорят о том, какую лучше терминологию использовать при описании тех или иных фактов, да, на какие источники ссылаться. Можно вспомнить историю с тем, как правильно писать «в» или «на Украине». Да, вот об этом всем мы сегодня в том числе поговорим. С нами на связи член правления общественной организации «Викимедиа Украина» Левон Азизян. Левон, доброе утро. Доброе утро. Единственное, я поправлю, я уже не член правления. Прошу прощения, но тем не менее вы хорошо знаете о том, как работает Википедия, да, и давайте поговорим, например, начнем с того, насколько важным является, да, такая свободная интернет-энциклопедия в современном мире, насколько успешно развивается украинский раздел Википедии, и сегодня также мы поговорим о том, насколько успешно развивается достаточно молодой языковой раздел Википедии, как крымско-татарский. Спасибо. На самом-то деле Википедия является самой крупной энциклопедией в мире. Если брать конкретно украиноязычный раздел, редактором которого я являюсь, то этот раздел Википедии уже имеет почти 1 миллион и 70 тысяч статей. К большому сожалению, для сравнения, в крымско-татарском разделе Википедии лишь 8633 статьи. Это объясняется довольно просто, что носителей крымско-татарского языка, которые редактируют Википедию, довольно немного, и я бы сказал даже, что значительная часть людей, которые редактируют этот языковой раздел, это не крымские татары даже, а люди, которые просто интересуются крымско-татарским языком и как-то хотят развить свои навыки. То есть за последние годы какой-то положительной динамики, да, в развитии крымско-татарского сегмента нет, или я ошибаюсь? Я бы не сказал, что его совершенно нету, потому что организация Викимедиа Украина проводит регулярно какие-то мероприятия, направленные на поддержку крымско-татарского раздела Википедии. Но, откровенно говоря,
количество статей, да, говорит само за себя, что получить нормальное развитие данного раздела Википедии без поддержки самих носителей языка очень сложно. Мгм. Ну вот украиноязычная версия Википедии имеет более миллиона статей и занимает по объему 17 место среди более чем 300 языковых разделов. Насколько популярной на территории, да, Украины является украиноязычная версия Википедии? Какая аудитория больше все-таки, у украиноязычного раздела или у русскоязычного? Ну, тут следует отметить то, что если брать соотношение посещаемости украиноязычного и русскоязычного раздела Википедии, да, то каждый год этот процент меняется в сторону украиноязычного раздела. То есть все больше и больше людей в Украине читают украиноязычный раздел Википедии. И, конечно, есть некоторые факты, которые обуславливают посещаемость. В частности, это количество статей, глубина статей, то есть насколько статья полная. Ну и, естественно, тоже то, что языковые разделы в описании каких-то исторических, политических событий, они различаются. И какие-то вещи, которые написаны в украиноязычном разделе и русскоязычном разделе по поводу спорных ситуаций между двумя странами, они, естественно, будут иметь различную интерпретацию в разных языковых разделах. Вот об этом я хотел продолжить наш разговор. Да? В споре двух человек, например, о геополитической ситуации, например, да, по крымскому вопросу, вот оба этих человека могут одинаково ссылаться на Википедию, только они могут ссылаться на разные языковые разделы, где, например, крымская ситуация, она подана с использованием разной терминологии, да, с использованием разных источников информации. И получается так, что одна и та же интернет-энциклопедия, вот на ее разных языковых разделах формируется разная информационная реальность. Как так получается, и действительно ли это является проблемой, да, для энциклопедии, и есть ли здесь какое-то решение? Ну, на самом деле, Википедия довольно демократический инструмент. Соответственно, разработчики создали возможность каждому языковому разделу развиваться относительно самостоятельно. И тут важно понимать то, что языковые разделы, они не привязаны к каким-то странам, они не имеют прямого отношения к странам, вот, они больше привязаны к носителям языка. Соответственно, грубо говоря, если посчитать, что есть украиноязычный раздел Википедии, да, то его могут редактировать люди не только из Украины, а и из других стран, которые являются носителями украинского языка. Но, будем говорить откровенно, это в основном представители украиноязычной диаспоры. Вот. Но если мы будем говорить по поводу русскоязычного сегмента Википедии, то люди, которые редактируют вне России, это часто люди, которые не являются россиянами. Те же там, например, наши сограждане из Запорожской области, из Одессы, из Крыма. То есть эти люди могут иметь более такие отличающиеся взгляды. Соответственно, поэтому, наверное, в русскоязычной Википедии там больше споров по поводу каких-то вещей. И, например, мы можем обратить внимание также на статью про тюрьму-изоляцию в Донецке. Там в русскоязычной Википедии выставили эту статью на удаление, и там довольно большой спор возник по этому поводу. И, в частности, есть люди, которые пишут Википедию на русском языке из Одессы, которые выступают за сохранение данной статьи. Вот. Ну, а если немножко вернуться к основе этого вопроса, то информационную политику фактически формируют носители языка. И, естественно, если ее будут формировать люди, которые все-таки говорят больше на русском, то эта позиция будет более пророссийской. Если же люди будут говорить больше на украинском, то здесь позиция будет проукраинской. Ну вот в целом те правила, по которым существует сообщество авторов Википедии, насколько они позволяют вот преодолеть этот вызов, и увидим ли мы в финальной редакции, если вообще уместно говорить о наличии финальной редакции, да, в статье Википедии, более-менее объективное изложение произошедших событий? Ну, если искать более объективное какое-то изложение, то я, конечно, могу порекомендовать почитать англоязычную Википедию, потому что обычно в англоязычной Википедии эти споры и сталкиваются друг с другом. И, грубо говоря, аргументы одной из другой стороны, они там как-то обсуждаются.
и есть относительно нейтральное модерирование. Да? Почему говорю относительно? Потому что всегда есть факторы, как некомпетентность, да, какая-то предвзятость. Они могут иметь место среди администраторов тоже, да. Вот. Как-то так. Мгм. Ну, я напомню, что говорим мы сегодня о Википедии, о том, как развивается ее украиноязычный и крымско-татарский разделы. Также мы говорим, да, о так называемых войнах правок, да, о том, что в разных языковых разделах Википедии подчас очень сильно отличаются то, как излагаются те или другие события. Но не могу не спросить, да, о так называемой войне правок, которая касается того, как правильно писать в или на Украине. Почему в российском, да, разделе Википедии все-таки существует сейчас такое твердое правило, по которому исправлять на вариант в Украине нельзя? И можно ли с этим правилом что-то уже поделать? Действительно, в русскоязычном сегменте Википедии был создан бот, который автоматически запрещает словосочетание в Украине, и, соответственно, по правилам русскоязычного раздела Википедии можно писать только в Украине. Это, конечно же, раздражает пользователей из Украины. Вот. Что можно делать с этим правилом? Ну, можно не редактировать просто русскоязычную Википедию, редактировать украиноязычную, крымско-татарскую, английскую, другие языковые разделы. Ну, а если все-таки искать какое-то техническое решение данной проблемы, да, то этот вопрос можно вынести на обсуждение в самой русскоязычной Википедии, но шансы на позитивный какой-то пересмотр данного решения, мне кажется, не очень высоки, потому что когда принималось такое решение, оно обуславливалось правописанием русского языка. Соответственно, мне кажется, что это решение несколько политическое было. Ну, политическое имеется в виду не то, что оно принимается политиками, а то, что люди, которые принимали это решение, они больше руководствовались какими-то политическими мотивами своими личными, нежели каким-то другими мотивами. Благодарю за беседу. Напомню, что с нами на связи был Левон Азизян, бывший член правления общественной организации Викимедиа Украины. Говорим мы о том, да, говорим мы сегодня о интернет-энциклопедии Википедия, которой 15 января, вот как пишут средства массовой информации, исполнилось 20 лет. Говорим мы о Википедии как о явлении и о современной проблематике, когда, сославшись на одну и ту же Википедию, да, люди могут подразумевать совершенно разные трактовки одних и тех же событий. И сегодня в нашем эфире мы можем ссылаться на тексты в Википедии. Я предлагаю, вот перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим собеседником, предлагаю посмотреть на то, как объясняются события 2014 года в российском языковом разделе Википедии, да, в соответствующей статье, которая называется «Присоединение Крыма к Российской Федерации», и в украинском языковом разделе Википедии, которая называется «Аннексия Крыма». Да? Давайте начнем с российской Википедии. Я цитирую. «Присоединение Крыма к Российской Федерации – это непризнанное большей частью международного сообщества включение в состав Российской Федерации в начале 2014 года части Крымского полуострова, да, Автономной Республики Крым и города Севастополя». И вот в качестве причин произошедшего описывается, что были антиправительственные акции в Украине, которые завершились смещением Виктора Януковича, которое многими в Крыму было воспринято как государственный переворот. Ряд действий новой власти и ее сторонников, да, приводится как пример законы по языковой политике, закон о люстрации, заявление активистов Евромайдана и политических деятелей привел к активизации русских общественных организаций и мобилизации значительной части этнически русских крымчан против нового руководства Украины, пишет, да, русскоязычный раздел Википедии. Ну вот, как пишет украинская Википедия о том, что произошло, да, временная оккупация Автономной Республики Крым и Севастополя России — это насильственное, противоправное, временное отторжение большей части Крымского полуострова, Автономной Республики Крым и города Севастополя от Украины и одностороннее незаконное включение их в состав Российской Федерации на правах субъектов Федерации. Да, и указано, что это одно из последствий и одно из составляющих частей
российской вооруженной агрессии против Украины с 2014 года. Аннексии в феврале-марте 2014 года предшествовали организованные антиукраинские выступления в городах Крыма, блокада и захват стратегических объектов полуострова и военных частей вооруженных сил Украины подразделениями российской армии, в некоторых случаях под прикрытием отдельных гражданских лиц и новосозданных спецслужбами России отрядов самообороны Крыма, что положило начало оккупации Крыма Россией. Я сейчас цитировал украинскую Википедию о событиях в Крыму 2014 года, о том, как подаются причины произошедшего. И о том, насколько серьезной этой проблемой является, мы поговорим с Еленой Голуб, экспертом Института массовой информации. Елена, доброе утро. Добрый ранок. Итак, говорили мы о том, что русскоязычный раздел Википедии до сих пор остается достаточно популярным, да, на территории Украины, среди украинских интернет-пользователей. Очень много кто, да, ищет какую-то информацию в Гугле, да, на русском языке, и автоматически идет направление на страницы русскоязычного сегмента Википедии. Вот насколько серьезной проблемой является, да, наличие на страницах одной и той же интернет-энциклопедии изложения одних и тех же событий, вот подчас в совершенно отличающемся друг от друга ключе, да, и насколько серьезна проблема то, что украинские пользователи Википедии вот получают інформацію, подану в такому ключі. Ну, насправді, дійсно, зараз досить велика кількість населення України шукає в пошуку саме російською мовою певні речі, які їх цікавлять, оскільки багато населення вчилися російською мовою, і навіть іноді певні терміни вони пам'ятають лише російськомовні. Відповідно, їм легше шукати російською мовою, і це значна кількість населення в Україні. І те, що дійсно риторика російськомовної Вікіпедії значно відрізняється від риторики україномовної Вікіпедії, це є певне неспівпадіння і певний дисонанс може викликати. Насправді це стосується не лише там окупації Криму. Якщо ми заб'ємо, наприклад, Донецька Народна Республіка чи ЛНР, Луганська Народна Республіка, там теж абсолютно по-іншому подаються події. Російськомовна Вікіпедія, вона загалом взагалі не подає таких лексем, як бойовики, російська окупація чи анексія. Вони намагаються не використовувати ці терміни, аби згладити, ніби як подавати максимально, мабуть, як їм здається, нейтрально це все, щоб ні в кого не викликало не було ніяких тригерів, які можуть когось там збунтувати. Насправді це не лише російськомовна Вікіпедія, це є і проблема в міжнародних наших організацій, які теж намагаються всіляко уникати якихось таких лексем, як терористи, наприклад, чи сепаратисти, ось стосовно бойовиків в ДНР і ЛНР. І, звичайно, це може викликати в суспільстві загалом розподіл людей, які думають україномовними розумінням того, що відбулося, і тою частиною українців, які читають і отримують інформацію російськомовною з Вікіпедії. Угу. Характерна ли эта проблема только для вот этой интернет-энциклопедии, да, самой популярной в мире интернет-энциклопедии, или она характерна в общем для медиапространства? Ну, ведь читая, допустим, изложение одних и тех же событий в украинских средствах массовой информации и в российских средствах массовой информации, тем более в тех СМИ, которые работают на временно оккупированных территориях, но ведь иногда можно и не узнать, да, одни и те же события, если сравнивать то, как они описаны на страницах разных средств массовой інформації. Якщо говорити про український сегмент інтернет-видання, на яких я спеціалізуюся, звичайно, є проросійські видання, це нікому не секрет, і їхня риторика
багато в чому співпадає з риторикою ЗМІ окупованих тимчасово регіонів чи навіть російських регіонів. І ці ЗМІ активно, згідно наших досліджень, використовуються в російських засобах масової інформації як джерело інформації. Тобто російські ЗМІ чи ЗМІ окупованих територій, вони беруть інформацію переважно з проросійських ЗМІ на Україні. В Україні, я перепрошую. Відповідно, це теж є певна проблема, оскільки це досить проросійська риторика, і ті наративи, які поширюються в російських ЗМІ, вони часто є тотожними і поширюються в проросійських українських ЗМІ. Проте в Україні є досить багато інтернет-видань, які хоча випускаються російською мовою, тобто є сторінка і україномовна, і російськомовна, і вони є дуже якісними, і там можна отримувати цілком збалансовану і неупереджену інформацію. Ну, в целом, я говорил, что вот сегодня в эфире мы можем себе позволить, да, ссылаться на Википедию. Обычно мы, конечно же, этого не делаем, потому что, как мы говорили, и с Левоном Азизяном постоянно обсуждается, да, то, как излагается та или иная информация, проходят какие-то войны правок, и тексты, которые представлены на Википедии, они тексты динамичные, да, они в течение времени меняются. И вот я сегодня цитировал, что пишет русскоязычный раздел Википедии о событиях в Крыму в 2014 году, но все равно, да, очень сильно изменилась редакция этого текста непосредственно с 2014 года, когда такая статья в русскоязычном сегменте Википедии появилась. Но в целом, да, если вдруг журналисты добросовестные находят в Википедии какую-то информацию, они ищут ее источники, да, проходят дальше и переходят к первоисточнику. Но в целом, насколько, да, можно говорить о том, насколько сегодня качественна журналистика, часто ли используют вот подобные источники, да, как, например, интернет-энциклопедия Википедия в своїх публікаціях современные средства массовой інформації? Ну, насправді, я щомісяця моніторю більше 20 засобів масової інформації онлайн, тобто сайтів українських, і насправді на Вікіпедію дуже мало, ну практично немає посилань. Переважно посилання йдуть на якісь або англомовні джерела, якщо це якась наукова інформація стосується, тобто це якісь певні наукові дослідження, зараз актуально стосовно там захворювання на ковід чи вакцин, відповідно, де на іноземні джерела посилання, або ж на офіційні джерела українські. Навіть мало насправді інформації, в яких посилання на перше джерело, як на російські засоби масової інформації, вони трапляються. Це певні заяви російських політиків, які стосуються України, і відповідно, безумовно, українські ЗМІ мають подавати, якщо це стосується нас безпосередньо, і тому там джерела йдуть російські засоби масової інформації. На Вікіпедію практично не ссилаються. Тобто я там більше 10 років моніторю засоби масової інформації, інтернет, і мені одиниці випадків зустрічалося, коли ЗМІ, інтернет посилаються на Вікіпедію. Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Елена Голуб, эксперт Института массовой информации. Также я бы хотел сказать, что перед этим эфиром мы пытались связаться и с некоммерческим партнерством Wikipedia.ru, пытались связаться с администраторами крымско-татарского языкового раздела Википедия. Ответов к этому эфиру на наше приглашение мы не получили, но не исключено, что этот разговор мы продолжим в наших следующих эфиров. Если кто-то из нашей аудитории, кто нас сейчас слышит, тоже принимает участие в создании и наполнении интернет-энциклопедии Википедия, да, особенно то, что касается крымских событий, да, то тоже просим связаться с нами, рассказать о том, как это происходит, да, ваши впечатления от участия в создании этого глобального интернет-проекта. Напомню, что говорили мы сегодня о Википедии, которой в январе этого года исполнилось 20 лет.
лет говорили о том, как развиваются украинский и крымско-татарский сегменты этой свободной интернет-энциклопедии. Говорили о том, почему так происходит, что в разных языковых разделах подчас информация об одних и тех же событиях очень сильно отличается. Говорили о том, по каким правилам работает сообщество в Википедии и почему происходит, почему появляется та проблематика, о которой мы сегодня говорили. Если вам есть что добавить к этому разговору, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Работает он круглосуточно, не только во время прямых эфиров. Ваши сообщения вы можете оставить на автоответчике, мы обязательно свяжемся с вами. Также вы можете написать нам на электронную почту, можете написать нам через форму обратной связи на сайте Крым Реалии. Кроме того, всегда готовы и рады общаться с вами в социальных сетях. Ищите нас в популярных соцсетях, например, в Facebook. Всегда рады общаться с вами. Ну что же, продолжим наш эфир буквально через несколько секунд. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Далее мы поговорим о первых шагах Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов Америки. Прошла неделя с того дня, когда политик-демократ Джо Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов. Во время своей речи этот день он назвал Днем Америки и демократии. Это день Америки, это день демократии. Народ, воля народа была услышана. Мы вновь узнали ценность демократии, то, что она хрупка. И в этот час, друзья мои, демократия восторжествовала. Всего спустя несколько дней после того, как бесчинствующая толпа подумала, что она может использовать насилие, чтобы подавить волю людей и остановить действия нашей демократии, этого не произошло. Этого не будет никогда. Ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо еще. Первыми действиями Джо Байдена в роли президента Соединенных Штатов стала отмена нескольких символических указов Дональда Трампа, в том числе о сооружении стены на границе с Мексикой, запрете на въезд в Соединенные Штаты гражданам 6 стран с преобладающим мусульманским населением и об отказе от Парижского соглашения об изменении климата. Подробнее о первых шагах Байдена на посту президента в эфире «Настоящего времени» рассказал корреспондент телеканала в Белом доме Михаил Комадовский. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как отметили в заявлении Белого дома, в ходе переговоров президент США выразил стремление к укреплению двухсторонних отношений со страной и подчеркнул свою приверженность усилению трансатлантического единства, в частности, посредством развития партнерства между США и Европейским Союзом. Обсудили климатические изменения, обсудили борьбу с пандемией COVID-19 и меры по восстановлению мировой экономики. Свой первый телефонный разговор в качестве президента Джо Байден провел с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как раз после переговоров стало известно, что стороны планируют встретиться уже в феврале. И вот как раз этот визит станет первым для иностранного лидера в Белый дом при администрации Джо Байдена. Акцент в разговоре между Вашингтоном и Оттавой сделали на борьбе с пандемией. Обсудили вопросы сотрудничества в сфере вакцинирования, обмена медицинскими специалистами, бесперебойных поставок медицинских препаратов и оборудования. Поговорил Байден и с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Президент США изложил свой план по сокращению нелегальной иммиграции путем устранения ее первопричин, путем увеличения возможностей для переселения в США и законных альтернативных путей иммиграции. Сегодня же президент Джо Байден уже подписал указ об отмене запрета на открытую военную службу трансгендеров. Отмена решения президента Трампа запретить нести военную службу трансгендерам действительно стала
входила в список обещаний президента Байдена ЛГБТ-сообществу во время избирательной кампании. Запрет Трампа последовал всего через год после того, как Барак Обама разрешил трансгендерам открыто служить в армии. До этого момента в рядах вооруженных сил трансгендеры служили, но придерживаясь политики «don't ask, don't tell». Я поясню, это когда геям запрещалось служить в армии США, если они не скрывали свою сексуальную ориентацию. В то же время в администрации Байдена продолжают следить за ситуацией с протестами в России и с задержанием оппозиционного политика Алексея Навального и его сторонников. Ранее, напомню, с призывами отпустить протестующих и расследовать отравление Навального выступали и в Белом доме, и в Госдепартаменте США, и в посольстве Америки в России. Что касается коронавируса, президент Байден заявил, что в ближайшие несколько месяцев маски, а не вакцинация, станут единственной лучшей защитой от распространения COVID-19. Медицинские эксперты говорят, что ношение масок вплоть до апреля позволит американцам спасти более 50 тысяч жизней. Ну и как раз из-за коронавируса в Белом доме фактически полностью поменяли правила для журналистов, которые работают здесь, и для, собственно, гостей администрации. Если раньше маски носили каждый, скажем, второй сотрудник Белого дома, журналисты могли их и вовсе снимать на территории, то сейчас для того, чтобы попасть на территорию комплекса, нужно пройти специальный коронавирусный тест, экспресс-тест. Такой прошел и я, получив вот такую вот отметку, браслет, который говорит о том, что мой тест на коронавирус дал отрицательный результат. И теперь журналисты должны играть в настоящую лотерею для того, чтобы попасть в тот или иной день на территорию Белого дома. Делается это для того, чтобы сократить количество людей, которые одномоментно прибывают на территории резиденции президента США. В администрации Байдена говорят, что эти меры вынуждены до тех пор, пока ситуация с распространением коронавируса в стране, по крайней мере, не изменится. Историк из университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Натаниэл Найт в эфире «Радио Свобода» рассуждает о том, какой будет ближайшая политика Джо Байдена. Он подчеркнул именно те моменты, которые стоило было подчеркнуть, и которые все ожидали, что он будет подчеркивать. Это восстановление доверия правительства и, конечно, его призыв к объединению. Объединение, не предполагаю полное согласие во всем, но объединение вокруг принципа демократии, принципа нашего конституционного строя. Что касается его действий, и действительно он подписал целый ряд указов, в основном все, что он делает, это опровержение действия Трампа. Именно самые опасные, самые вредные действия Трампа, которые вызвал все больше всего оппозиции. И не только со стороны демократов, но еще со стороны республиканцев. То, что он делал, допустим, иммиграция, убрал запрет на въезд из мусульманских стран. Это был очень спорный, и пришлось много раз переделать эту программу Трампа до того, что это прошло через суды. Программа поддержки детских иммигрантов, так называемый DACA-программа, очень популярный программа. Он восстановил. Трамп сделал ущерб в американских интересах, много так считают, и Байден восстанавливает некий статус-кво, прежде существующий консенсус, который руководил американской политикой не только при Байдене, но еще при Буше тоже. Байден совершенно правильно тянет одеяло обратно, и давай начнем сначала, исходя от этого предыдущего консенсуса. Кто из республиканцев до Трампа призвал за строительство такая стена? Это трамповский лозунг. И даже республиканцы об этом не думают. Республиканцы поддерживали программу DACA, который помогал детским мигрантам, которые попали в Америку, как дети. Что касается окружающей среды, Америка возвращается на Парижское соглашение. Ну, ведь была широкая поддержка этого. Это не какая-то радикальная зеленая программа. Самое главное сейчас, мне кажется, у него это борьба с ковидом. Он понимает глубины кризиса, в котором мы находимся, и мне кажется, он будет всю свою энергию в основном сосредоточить на это на первое время. И при этом еще, помимо того, чтобы помогать вакцинации, еще экономические моменты. Помогать людям, помогать бизнесам, которые страдают от COVID. Здесь, конечно, у него будет борьба с Сенатом, с республиканской частью Сената. Мне кажется, это самое главное. А что касается его расовой политики, и этот язык по поводу разнообразия общества, я ничего особенно радикального здесь не вижу. Он издал приказ о том, что государственное агентство должно обеспечить равенство.
это существовало уже давно. Это, в принципе, отказ от дискриминации, отсутствие дискриминации. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент России Владимир Путин провели первый телефонный разговор с момента вступления Байдена в должность на прошлой неделе. Во время разговора, о котором сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден выразил обеспокоенность из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального. Она также добавила, что Джо Байден заявил в беседе с Путиным, что Вашингтон, цитата, «твердо поддерживает суверенитет Украины на фоне российской агрессии». На сайте Кремля также сообщается о телефонном разговоре Байдена и Путина. Отмечается, что среди тем разговора, которые обсуждали президенты, было, цитата, «внутриукраинское урегулирование». Сообщается, что Путин поздравил Байдена с приходом к власти, и оба, еще одна цитата, выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении соглашения о продлении срока действия договора о стратегических наступательных вооружениях. Далее еще одна цитата. В целом беседа лидеров России и Соединенных Штатов имела деловой и откровенный характер, так сообщили в Кремле. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении пригласить 46-го президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена посетить Украину. Отметим, что Джо Байден 6 раз был в Украине, когда занимал должность вице-президента Соединенных Штатов. Политический обозреватель Виталий Портников сделал свой прогноз, когда Байден приедет в Украину и какими могут стать отношения между Украиной і Соединенными Штатами. Президент України Володимир Зеленський хотів би бачити нового американського очільника Джозефа Байдена з візитом в українській столиці. Посол України у Сполучених Штатах Володимир Єльченко говорить про те, що українська дипломатія готує зустріч українського і нового американського президентів, ну, принаймні на початку телефонний контакт між Зеленським і Байденом. Якщо дивитися з Києва, це все виглядає цілком логічно. Ну, чому б Джозефу Байдену, який добре знається на українській тематиці, виступав у Верховній Раді України, цікавився українськими проблемами, дійсно не відвідати з візитом Україну. Тим більше після того, як обидва його попередники, і Барак Обама, і Дональд Трамп в Києві не були. Однак треба пам'ятати, що у нового президента Сполучених Штатів просто купа справ, і внутрішньополітичних, і зовнішньополітичних. Буквально перший день свого перебування на посаді він підписав цілу низку указів, фактично змінив ту традицію, яка існувала десятиріччями, коли новообраний президент взагалі першого дня нічого не підписував або підписував якийсь один указ. Однак так багато очікувань, так багато бажань змінити спадщину попередника Джозефа Байдена Дональда Трампа. І очевидно, що новому американському президенту доведеться насамперед вирішувати внутрішньополітичні проблеми, боротися із пандемією, долати той очевидний кризовий момент, який виник вже після останніх президентських виборів у Сполучених Штатів і призвів навіть до штурму Капітолію. А тепер згадаємо про зовнішньополітичні пріоритети нової адміністрації. Вже на самому початку своєї каденції Джозеф Байден повернув Сполучені Штати до Всесвітньої організації охорони здоров'я, до Паризької угоди з боротьби проти кліматичних проблем. А ще потрібно зрозуміти, як зараз вирішувати проблеми, які є у Сполучених Штатів і Китаю. Як ставитися тут до цієї спадщини, яку залишив по собі Дональд Трамп. І це не просто зовнішньополітичне питання, це питання економічного добробуту Сполучених Штатів. А ще треба відновлювати стосунки Сполучених Штатів з європейськими союзниками, відновлювати єдність НАТО. А ще потрібно зрозуміти, чи повертатися до так званої ядерної угоди з Іраном, з якої вийшов попередник Джозефа Байдена Дональд Трамп. А якщо не повертатися, якою має бути політика на іранському напрямку і, до речі, на напрямку Північної Кореї, яка залишається досить серйозною загрозою безпеки не тільки в регіоні, а й взагалі, коли ми говоримо про ядерні загрози. А ще потрібно подбати про Близький Схід, де адміністрація Дональда Трампа розпочала досить енергійну політику по примиренню арабських країн і мусульманських країн і держави Ізраїль. Як от тепер продовжувати цю політику в нових умовах? Що робити, яким інструментарієм користуватися? А де тут Україна, запитаєте ви? От тут Україна приблизно зараз і знаходиться на цьому місці, де я і почав свій перелік, десь 5-6, і поруч з нею загроза, яка відходить від Росії, і про яку говорять представники нової американської адміністрації. На якому
якому місці ця загроза? Чи збирається Джозеф Байден домовлятися хоча б про щось з Володимиром Путіним, окрім відновлення контролю над озброєннями? І яке місце в цих домовленостях може зіграти українське питання? Для того, щоб запрошувати Джозефа Байдена до української столиці, для того, щоб організовувати якісь контакти між американським і українським очільниками, нам потрібно зробити щось, щоб перемістити Україну і українське питання ось цього практично закінчення переліку проблем, про які я тут згадав, на початок. Це залежить від нас. Ми маємо продемонструвати, наскільки від стабільності в Україні залежить вирішення, хоча б деяких питань з цього списку пріоритетів Джозефа Байдена. І європейська стабільність і єдність, і питання енергоносіїв, які Сполучені Штати хотіли постачати до Європи, і питання російське, питання російської загрози для стабільності Сполучених Штатів. Потрібно, щоб Україна демонструвала, що її керівництво усвідомлює важливість всіх цих загроз і готово тут бути солідарним із Сполученими Штатами, готово бути союзником Сполучених Штатів. Тоді, можливо, колись Джозеф Байден і приїде до Києва. І тоді, можливо, американська адміністрація згадає про Україну швидше, ніж це здається зараз. Принаймні, нам на цьому залежить. Это было мнение политического обозревателя Виталия Портникова. Отметим, что мнение автора видеоблога является субъективным и не обязательно отражает позицию редакции. Ну что ж, остается у нас еще несколько минут. Успею я рассказать вам о некоторых новостях. Ну, вот о двух рекордах, наверное, успею рассказать. Да, новости на сайте Крым Реалии. В России в 2020 году на рекордные 7% рухнула добыча сырья. Об этом говорится в отчете Росстата, сообщает Радио Свобода. Извлечение нефти сократилась почти на 9% и достигла минимального за 10 лет показателя – 512 миллионов тонн. Аналогичным образом упала добыча газа почти до 600 миллиардов кубометров. Общий спад по другим ископаемым около 15%. Суммарное падение в этом секторе стало самым крупным с 1994 года, периода гиперинфляции. Одной из причин считается пандемия, которая обрушила спрос на сырьевые товары. Данный факт отражен в недавней публикации Минфина России о структуре доходной части российского бюджета. Ведомство зафиксировало падение объема нефтегазовых доходов государства на 34%, почти на 3 триллиона рублей. Худшим месяцем стал май. Тогда, в период ценовой войны с Саудовской Аравией, нефтегазовые сборы падали втрое, до 214 миллиардов рублей. Таким образом, сырьевые доходы бюджета опустились на уровень 2017 года и составили менее 5% от ВВП против прежних 10%. В относительном выражении, с точки зрения покупательской способности денег, это исторический минимум. И еще один рекорд. Дом семьи бывшего охранника Путина оказался самым дорогим из продающихся в России. Принадлежащий семье Виктора Золотова, главы Росгвардии и бывшего охранника президента России Владимира Путина, особняк в подмосковной Барвихе оказался самым дорогим из выставленных на продажу в этой стране. В частности, цена здания 1,5 миллиона рублей, сообщается в подборке. Вот здесь, возможно, так, самые дорогие дворцы, которые можно купить на ЦИАН. Это российский портал недвижимости. Пишет «Настоящее время». Издание «Проект» подтвердило местоположение объекта и его принадлежность. Собственником числится Роман Золотов, сын Виктора Золотова. Дом выполнен из розового мрамора в классическом стиле. На первом этаже располагаются столовая, гостиная с камином, кухня, гостевая спальня-кабинет, зимний сад и спа-зона с бассейном, джакузи, хамамом, сауной, душевой. На втором этаже 5 спален с санузлом и гардеробными, тренажерный зал и мастер-спальня. Рядом с домом отдельное жилье для персонала и гараж на 5 машин. Поселок, в котором находится резиденция, стоит на берегу Москвы-реки и имеет собственную набережную. Роман Золотов стал собственником этой недвижимости в 23 года. Журналисты проекта обратили внимание на отсутствие у него доходных компаний. В настоящее время его единственный актив – это доля в убыточном предприятии «Квантовые технологии». Я хотел бы уточнить, была ошибка, 1,5 миллиона. 1,5 миллиарда рублей стоит этот дом. Ну что же, это вся информация на данную минуту. Я напомню, что вы всегда можете связаться с редакцией радио Крым Реалии, если вы хотите, чтобы мы обратили наше внимание на какую-то из крымских проблем, если вы хотите, чтобы мы о чем-то рассказали, пишите нам на редакционную почту. Контакты есть на сайте Крым Реалии.
Реалии. Пишите нам через форму обратной связи на сайте Крым Реалии. Пишите нам в социальных сетях. Звоните нам по номеру телефона 8 800 1006 926. Во время прямого эфира вы можете дозвониться непосредственно в эфир. Когда прямого эфира нет, ваше сообщение останется на автоответчике. Мы его обязательно послушаем и обязательно свяжемся с вами. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. С вами снова мы увидимся и услышимся следующим утром. И также не пропустите вечернее шоу радио Крым Реалии в 19:00. Всего доброго и будьте здоровы.